Итак, сегодня у нас вербное воскресенье. А по-другому этот праздник называется «Вход Господень в Иерусалим». Этот праздник отмечают все деноминации практически, православные, католики, протестанты всех видов. И что же это значит вообще? Эти события не описаны в Евангелиях, причем все 4 Евангелия, они описывают эти события, когда Иисус, Он триумфально вошел в Иерусалим, то есть перед тем, как Его, собственно, уже потом схватят, Его распнут, Он умрет, и потом Он воскреснет. Да? Этот праздник, он отмечается за неделю до Пасхи, то есть вообще по событиям. Если смотреть по библейским, Пасха у нас, вы знаете, что мы не можем, в Библии не написано, нет даты точной, то есть есть дата, мы можем сказать, по еврейскому календарю. Нюанс заключается в том, что евреи живут по лунному календарю, который не совсем точный, не такой, как вот наш астрономический, солнечный. И то даже у нас, вы знаете, есть григорианский календарь, по которому живет практически весь мир, в том числе наше государство. Но православная церковь живет по старому юлианскому календарю, который еще Юлий Цезарь принимал, в котором есть погрешности. На данный момент у нас отличается на 13 дней ориентировочно. Поэтому, собственно, Рождество 25 декабря все отмечают, или кто живет по григорианскому, Русская Православная Церковь через 13 дней, то есть 7 января празднует. Именно поэтому, да. И смотрите, Пасха всегда плавающая дата, как ее вычисляют. То есть в Библии было сказано, что это было первое воскресенье после весеннего новолуния, первое воскресенье после первого новолуния, которое было после дня весеннего равноденствия. Если имеет какой-то смысл, у нас день весеннего равноденствия выпадает либо 20, 21, 22 марта. После этого считается, когда будет первое новолуние и когда следующее воскресенье, на этот день назначается Пасха. Поэтому также иногда отличается Пасха тех, кто празднует по григорианскому календарю, и тех, кто по юлианскому. Хорошо? Но за неделю до этого произошло важное событие. То есть это наш Господь Иисус Христос, Он вошел в Иерусалим. И люди Его встречали с пальмовыми ветвями. Причем, виды пальм, они бывают разные. Вот, кстати, там как раз именно вот такие пальмы. Я вам покажу. Вот такие вот листочки. То есть так встречали царей, мы будем сейчас об этом читать. Люди укладывали свою одежду перед Ним на улицах, укладывали все пальмовыми ветвями. И после этого христиане, когда начали праздновать этот праздник, во многих странах он до сих пор называется Пальмовое воскресенье. Но в России с пальмами сложилось не очень. Поэтому первые зеленые какие-то, то, что есть растения, это верба. Пальм нету, начали веточки вербы делать. И таким образом в народе народное название вербное воскресенье. Хорошо? То есть, чтобы у вас не было никаких домыслов, нет ничего какого-то особенного, все очень практично. Заменили на вербу, называется вербное воскресенье. Сегодня я бы хотел, у нас будет такая, знаете, необычная проповедь. Она не будет мотивационной какой-то, но она будет, можно сказать, если исторической. Мы посмотрим на факты, что говорит Евангелие об этом дне, и что это означало тогда для людей, и какое значение это имеет для нас сейчас в современном мире. Давайте мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 1 по 2 стих. И все места Писания сегодня я буду читать из нового русского перевода. Если где-то либо НРП он называется, новый русский перевод, на английском называется New Russian Translation, НРТ. Вот. Так просто более понятно, чем в синодальном. За 6 дней до Пасхи, за 6 дней до Пасхи, здесь о чем говорится? Говорится об иудейской Пасхе. Мы сейчас этого тоже коснемся. То есть христиане у нас сейчас немножко другая Пасха. Но христианство, оно тесно связано с иудаизмом.
А, прямо сердце кровью обливается. Как будто я там не знаю, да, что происходит. Вы знаете, что Иисус Христос был евреем. И Бог, Отец, Он Бог евреев изначально. То есть Он выбрал этот народ. Поэтому многое в христианстве переплетено с иудаизмом. Многие вещи взяты оттуда. Итак, здесь иудейская Пасха, еврейская Пасха. За 6 дней до Пасхи Иисус пришел в Вифанию, туда, где жил Лазарь, которого Он воскресил из мертвых. Здесь в честь Иисуса был устроен обед. Марфа накрывала на стол, и Лазарь вместе с другими гостями и Иисусом тоже возлежал у стола. За несколько дней буквально до этих событий Иисус сотворил великое чудо. Он воскресил своего друга Лазаря. И не просто воскресил, человек умер, и 4 дня был уже мертвый. И когда он уже пришел, Иисус, чтобы его воскресить, он уже лежал в гробнице, то есть так же, как Иисуса хоронили это в скале, как бы пещера, он был запеленан и уже лежал в могиле. И до такой степени, что когда он хотел туда войти, сестра Мария, сестра Лазаря, она говорила: Господи, уже воняет. То есть 4 дня, жара, тело уже начало разлагаться. И тем не менее, Иисус воскресил его из мертвых. Давайте прочитаем. Иоанна 11 глава, 44-45 стих. Умерший, это про Лазаря, вышел. Его руки и ноги были обвязаны погребальными полотнами, а лицо закрыто платком. «Развяжите его, пусть он идет», — сказал Иисус. Многие из иудеев, которые пришли навестить Марию и видели, что сделал Иисус, поверили в Него. Смотрите, Иисус сотворил одно из величайших чудес, когда Он ходил на земле. Это воскресил человека, который был мертв уже несколько дней. И здесь что написано? Что многие поверили в Него. Когда, вы знаете, может быть, кто-то из верующих, из наших, кто сейчас в зале, и ты получил, может быть, сверхъестественное исцеление. Когда все врачи, все диагнозы говорили, что тебе осталось там совсем чуть-чуть, и потом ты получаешь исцеление. Вот для тебя лично это будет такое свидетельство, что кто бы что ни говорил, что это случайность, что это еще что-то, но ты знаешь, что ты получил исцеление. Вы согласны? Если у кого-то что-то подобное было, или какое-то чудо произошло. Здесь люди видели, это было очевидно. Человек умер, они пришли навестить Марию, засвидетельствовать свое почтение, выразить скорбь, соболезнования. Он воскрес. Когда ты такое видишь, особенно в те времена, хочешь не хочешь, поверишь. Но дальше смотрите, что. Иоанна 11 глава, 47 и 48 стих. Священники и фарисеи тогда созвали высший совет. Синедрион назывался, да, он у них. Что нам делать, спрашивали они. Этот человек творит много знамений. Если мы позволим ему продолжать, то все поверят в него, и тогда римляне придут и уничтожат и наше место, и наш город. Смотрите, почему это местописание оно важно, мы дальше также будем читать, почему, собственно, Иисуса хотели убить первосвященники. Вы знаете, что Иудея в то время находилась под оккупацией Римской империи. То есть в Иудее стояли римские войска, был управляющий от Римской империи префект. Во времена Иисуса это был Понтий Пилат. И евреи, они хотели независимости. Буквально через несколько десятков лет будет большое восстание, там вот были зелоты такие, будет война. Но смотрите, здесь о чем говорится, что если эти люди, они ждали Мессию, то есть Спасителя, да, иудеи, царя, и они хотели, они ждали, им было обещано, мы сейчас коснемся этого, что будет царь. И Высший Совет, он как считал, что если народ поверит, что Иисус – это обещанный Богом Мессия, Он возведет его на царство, тогда римляне, они пришлют карательные войска,
чтобы подавить восстание, потому что есть один царь, Цезарь, который сидит в Риме. И мы не будем касаться этих мест Писания, даже здесь было, когда потом Иисуса будут распинать, Понтий Пилат будет спрашивать: это ваш царь? И там первосвященники, они отвечали: нет у нас никакого царя, у нас один царь, это Цезарь. Итак, дальше. Иоанн 11 глава, 53 стих. С этого дня они стали думать, как убить Иисуса. То есть говорится про начальников, про старейшин иудеев. Иоанна 11 глава, 55-57 стих. Смотрите. «Приближался иудейский праздник Пасхи, и многие жители страны шли в Иерусалим для обрядового очищения перед Пасхой. Они искали Иисуса и, стоя в храме, спрашивали друг друга: как вы думаете, он, конечно же, не придет на праздник? А первосвященники и фарисеи отдали распоряжение о том, что если кто-либо узнает, где находится Иисус, то должен сообщить им, чтобы они могли арестовать его». Для иудеев Пасха, праздник Кущи – это были обязательные праздники для иудеев. На Пасху в Иерусалим иудеи сходились со всех концов земли. Где бы иудей ни жил, даже сейчас, где бы еврей ни жил, хотя бы раз у него есть мечта быть на Пасху в Иерусалиме. Даже сегодня евреи, иудеи говорят на Пасху, да, что в этом году здесь, в следующем году в Иерусалиме. И в те времена, то есть, почти вся страна, она стягивалась в Иерусалим. Почему? Потому что так было написано, они должны были праздновать Пасху, и они, овечка, которую должны были принести в жертву, она должна была быть принесена в жертву именно в Иерусалимском храме. Только там. Ты не мог ее дома зарезать. Именно поэтому сейчас иудеи, они когда празднуют, они овец не режут, потому что храма больше нет. То есть ложится баранья косточка. Да. Но тогда все стягивались. Я просто к чему это говорю, чтобы вы представляли картину, что вообще творилось в городе. Есть такой историк Иосиф Флавий, еврейский историк, который описывал еврейские древности. Он писал, что в 70-м году нашей эры, то есть это получается через 37 лет после тех событий, которые мы сейчас читаем, то есть Иисус умер, когда ему было 33 года, в 70-м году был произведен подсчет жертвенных овец, которые были принесены на Пасху. И там 256 500, что ли, такая у него цифра. Из расчета, что если одна овечка, она была на 10 человек приносилась. Получается, путем простых вычислений, это 2,5 миллиона людей пришло в город. Многие историки говорят, что Иосиф Флавий, он очень вольно обращался с цифрами, что он историю писал такую, что хотел иудеев подать в таком выгодном свете перед всеми остальными. Но даже если он преувеличивал, это все равно это сотни тысяч людей, которые были в городе. Вы только представьте, город это имеется в виду старый город Иерусалим, не сейчас, как он есть, а то, что находится за стенами, внутри города. Плюс, представьте, эта толпа, сотни тысяч людей. И кто-то говорит, что в город идет человек, который воскресил Лазаря из мертвых. И здесь описывается, что было две толпы. Одна толпа людей, она шла с ним из Вифании в Иерусалим. И другая толпа, она вышла навстречу ему из Иерусалима. И по всему эти две массы, две толпы людей, они просто смешались, они встретились, и это все шло. И Иисус, Он пришел, в том числе, Он пришел в Иерусалим для празднования Пасхи. Да? И вы знаете, что Иисус, Он был распят на иудейскую Пасху. То есть Его арестовали, и потом Его распяли как раз вечеря, которую мы делаем, я опять забегаю вперед,
Это как раз та трапеза, когда Иисус, Он принимал со своими учениками на Пасху. Когда Он преломил и сказал, что делайте это в мое воспоминание. Просто представьте, может быть, кто-то фильмы смотрел, старый город, вымощенный вот этим вот белым камнем, который желтый такой камень, которым выложен весь Иерусалим, шум людей, животных, просто везде людское море. Если кто-то бывал на каких-то праздниках, кто-то продает еду, кто-то тащит воду, кто-то с детьми там идет куда-то, и ты пробираешься через толпу. То есть там какие-то закуски продаются, все везде дорого, потому что куча людей пришла. И иудеи праздновали Пасху целую неделю. То есть ее нужно было праздновать неделю, 7 дней. И все готовились к этому грандиозному празднованию. Кто знает, что такое иудейская Пасха? Многие верующие, я надеюсь, вы знаете, вы помните. Когда-то Израиль был в плену в Египте, сотни лет. И потом Бог через своего пророка, через Моисея сказал, что иди к фараону, то есть к царю египетскому, и скажи, чтобы он отпустил народ мой, так, чтобы совершили ему служение. На самом деле был план изначально просто бежать из египетского плена. Вы знаете, что фараон не отпускал иудеев, это написано в Ветхом Завете, есть эти места Писания. И что произошло? 7 казней египетских, которые вот были, то есть каждый раз, когда фараон не отпускал, Бог, он через Моисея говорил, что отпусти или не отпускаешь, тогда там были жабы, мухи, саранча, вы помните, вот это вот все. То есть был мор, то есть, моровая язва называется, то есть чума, видимо, что-то такое, то есть люди умирали. И фараон каждый раз упорствовал и говорил, что нет, все равно не отпущу. И последний раз, то есть самое страшное было, когда Бог сказал всем евреям, что сделать. Возьмите ягненка, заколите его, помажьте косяки своих домов кровью, приготовьте, помните, пресный хлеб. Почему вот у нас в том числе тоже пресный хлеб? Потому что время уже нету, закваску ставить, что тесто пока поднимется, все, этой ночью вы уходите. Ягненка этого быстро готовите, съедаете. И когда они помазали косяки кровью, ночью прошел ангел смерти. Каждый дом, который был помечен кровью жертвенного агнца, он прошел мимо. Но каждый дом, который не был помечен, в этом доме умер первенец. То есть старший ребенок в каждой семье по всему Египту умер. После этого фараон просто, такой вой стоял в стране просто. Дети в каждом доме. Старший ребенок везде умер. И вы знаете, что иудеи вышли, он отпустил. Потом фараон погнался, Красное море было и так далее. Но суть в том, что было чудесное избавление. Бог вывел свой народ из Египта, и Он заповедал им, что празднуйте это событие, вспоминайте обо мне. И, собственно, праздник Пасхи, он заключался в этом. Многие сельские жители, они приносили вот этих овечек, агнцев, ягнят с собой. Горожанам приходилось покупать животное. И ребенок жил у тебя все это время. Общая идея заключалась в том, что ягненок, он возьмет все твои грехи на тебя. Потом ягнят закалывали, то есть приносили в храм, кровь приносили в жертву. Это вот таким вот образом праздник праздновался. В защиту о семье. И когда ты это делал, то есть ты чтил Господа, ты вспоминал, что Он сделал, и позволял тебе получить милость Божию в будущем. Давайте дальше прочитаем. Евангелие от Луки, 19 глава, 29-31 стих. Смотрите, я сказал, что на самом деле эти события, они описаны во всех 4 Евангелиях, и в 3 Евангелиях они более-менее повторяются, одно и то же. Одно Евангелие, оно отличается, поэтому я беру из 2 Евангелий, чтобы нам и в целях экономии времени, чтобы не нагружать вас сильно. Итак, Лука, 19 глава, 21-31 стих. 29-31. «Приближаясь к Вифагии и Вифании», то есть это 2 деревушки, которые были рядом. Вифания и Вифагия – это рядом. «Что расположены у Оливковой горы,
Он послал вперед 2 учеников, сказав: идите в селение, которое перед вами, и, войдя в него, вы найдете там привязанного осленка, на которого еще никто не садился. Отвяжите его и приведите сюда. Если кто-нибудь вас спросит, зачем вы его отвязываете, скажите: он нужен Господу. Я хочу обратить ваше внимание на что. Когда мы читаем Евангелие, Иисус, Он везде ходил пешком. Он ходил своими ногами. Согласны вы? Нигде не написано, что Он ездил на чем-то. Здесь Он приходит, написано, что вот Он уже был в Вифании, которая находится возле Оливковой горы, или Масленичная гора, да? В синодальном ее переводят. Оливки, маслины. Понимаете, да? Если кто-нибудь был в Израиле, кто-нибудь был на Масленичной, на Оливковой горе, когда ты стоишь, открывается прекрасный вид на город. Он уже виден, вот он. То есть здесь написано, что Иисус, Он подошел, пришел туда пешком, Он уже видит город, осталось буквально несколько километров. И Он говорит ученикам: сходите в деревню, приведите мне осла. Ослика, да? Возникает вопрос: зачем? Почему, если Он всегда ходил пешком, что Он задумал? Вы знаете, у пророков в Ветхом Завете часто встречающаяся картина, что когда слова на людей уже не действовали, они делали какое-то такое драматическое шоу. Не хочется называть «Воскресение Лазаря» драматическим шоу, но там все поверили. Я не буду приводить места Писания для экономии времени, но поверьте мне, что здесь Иисус, Он прибегает к такому же приему. Вы знаете, что иудеи, они отвергали Его, не принимали как Спасителя, да, и у Него план, чтобы все видели, что Он Мессия, что Он помазанный Богом Царь. Что я хочу здесь показать и отметить? Смотрите, вот вход Господа или въезд Господа в Иерусалим, все называют входом, хотя Он въехал, да, на осле, он был тщательно запланирован. Это не был какой-то импульсивный или спонтанный поступок. Иисус все спланировал до мельчайших деталей. Даже до такой степени, что вот этот хозяева вот этого осла, то есть осел – это средство передвижения. Стоил денег. Кто-то подходит и отвязывает твоего осла. Там потом дальше написано, хозяева спрашивают: вы что делаете? Потому что воровство каралось очень строго в Израиле. И они говорят: он надобен Господу. И они просто отпускают, и, то есть Бог проговорил в их сердца. У них никаких вопросов. Ладно, хорошо, как скажете. То есть это как ты, если у тебя машину кто-то открывает ключом. Твоя машина надобна Господу. То есть все было запланировано. Бог подготовил и сердца этих людей. И потом дальше, вы знаете, то, что мы читали о том, что старейшины уже искали того, чтобы Иисуса убить. И здесь Он планирует въехать, по-русски бы сказали, на белом коне в город. Хотя Он на осленке ехал, мы сейчас этого также коснемся. То есть быть в центре внимания. Казалось бы, здраво, если рассудок, если хочешь, тебя пытается убить, какими-то тайными тропами, где-то там по закоулкам, пробрался в город. Но Он въезжает таким образом, чтобы на Него было обращено всеобщее внимание. То есть это и смелость, и решительность Иисуса в этом также проявляются. И помимо этого, вы знаете, почему, собственно, зачем нужен был ослик? Сейчас мы всего этого коснемся, но в том числе для того, чтобы сбылось пророчество, которое знали старейшины, конечно, иудеи. Это пророчество написано в книге пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. «Возликуй великим ликованием, дочь Сиона, кричи от радости, дочь Иерусалима. Вот царь твой идет к тебе, погляди, праведный, победоносный, кроткий, верхом на ослице и на осленке, сыне вьючного животного». Даже здесь, в этом действии, вы знаете, Иисус, Он подчеркивает, царем какого царства Он претендует быть. Смотрите,
у нас из-за разницы культур есть небольшое недопонимание. Потому что для нас осел это, ну, как бы, вот как в Шурике, да, операция И. Он там на ослике на этом, ну, выглядит, по крайней мере, смешно, да. Для нас это какое-то презренное животное. Ну, то есть истинные цари, они ездят на, да, не просто на лошадях, потому что лошади, они тоже подразделяются. Бывает какой-то мерин силой, то есть настоящий боевой конь. Ну, это дорого неимоверно, это очень красиво и так далее. Но смотрите, на Востоке во времена Иисуса цари появлялись на конях только если они приезжали в захваченный город, если они куда-то шли с войной, если они вели войско и так далее. Тогда царь был верхом на коне. Когда же царь приходил с миром, он всегда въезжал на осле, сидя. И это в том числе как бы показывало, ну, что я пришел с миром. Вы понимаете, да? То есть не как, здесь Иисус также показывает, что Он пришел как князь мира, в смысле умиротворения, не как князь войны, не как победоносный герой, которого, собственно, ждала толпа. Давайте дальше. Иоанна 12 глава, 12-19 стих. На следующий день многочисленная толпа, пришедшая на праздник, услышала о том, что Иисус идет в Иерусалим. Люди взяли пальмовые ветви и вышли ему навстречу с возгласами: «Осанна! Благословен тот, кто приходит во имя Господа! Благословен Царь Израиля!» Иисус нашел молодого осла и сел на него, как об этом и написано: «Не бойся, дочь Сиона, вот идет Царь твой, сидя на молодом осле». Вначале ученики Иисуса ничего не могли понять. Только после того, как Он был прославлен, они поняли, что сбылось написанное о Нем. Здесь говорится, что даже ученики Его в тот момент, они не осознавали, они не понимали вообще, что происходит. И только после Его смерти и после Его воскресения для них открылось, что же на самом деле это было. Дальше, 17 стих. Люди, бывшие с Иисусом, когда Он вывел Лазаря из могилы, воскресив его из мертвых, продолжали рассказывать об этом случае. Поэтому и вышла встречать Иисуса целая толпа, что все хотели увидеть человека, сотворившего такое знамение. Фарисеи с досадой говорили друг другу: «Ничего не помогает, весь мир идет за ним». Смотрите, вот здесь вот именно Иоанн, он такой мастер слова на самом деле. Именно его Евангелие, оно отличается в описании этих событий. И он говорит, что фарисеи, те, которые хотели его убить, они говорят с досадой: «Ничего не помогает, весь мир идет за ним». На самом деле это как пророческие слова. Сегодня весь мир, он идет за ним. Там это было такое образное мышление, все люди, они пытались идти. Хорошо, мы этого также коснемся еще чуть позже. Итак, Иисус едет на молодом осле, как царь. Я хочу, чтобы вы понимали, когда вот он идет, его встречают как царя, как королевскую особу, как царскую особу, благородных кровей. И вот именно этот вид вообще всего приема, то есть люди кричат «Осанна». «Осанна» это значит «Спаси нас сейчас», «Спаси нас, Бог». То есть потом это переросло, как знаете, как у нас «Да здравствует», «Слава», «Осанна», «Спаси нас, Бог». Они принимают его как спасителя и как царя. Что важно понимать? Иудеи ждали царя. Они читали Ветхий Завет, где написано, что для вас будет Спаситель. Придет тот, кто избавит вас. Но они что воспринимали его? Как физического. Они ждали, что у них будет царь, который придет и будет царствовать здесь, в физическом мире. И когда пришел Иисус, который только что воскресил Лазаря из мертвых, который там творил многие чудеса, и все про это слышали, и вот он здесь, он идет на Пасху, и все, и вот он въезжает в осле, про которого об этом событии писали пророки, все его воспринимают это именно тот самый избранный царь, который пришел царствовать в Израиле, и сейчас он соберет войско, и мы пойдем, и мы побьем римлян, побьем вообще весь мир, никто против нас не устоит, и мы освободимся от гнета и так далее.
Я просто почему так нагнетаю, чтобы вы просто представили вообще все события и та атмосфера, которая творилась, и какие были ожидания в сердцах людей на тот момент. Вы знаете, то есть были люди, которые просто пришли, и им было интересно, что там происходит. Ну, потому что они слышат, там кто-то вот воскресил из мертвых, и людей всегда всякое такое притягивает. Были люди, которые просто пришли поглазеть, им было интересно. Вы знаете, спустя неделю они будут кричать: распни его, он не царь нам. Были такие люди, которые приветствовали его как царя-победителя, потому что именно такая атмосфера, она царила в городе. И все кричали: «Осанна» или «Слава». «Спаси сейчас, спаси нас, Боже». Я хочу, чтобы вы, коснусь еще вот этого момента тоже, надеюсь, вас не сильно утомляю всякими такими историческими вещами. Кто-то утомился, нет? Или мне жарко, просто я хожу и говорю, и мне кажется, так это... Хотя вроде никто не спит, как обычно бывает. На самом деле вот эти вот слова «Осанна», они взяты из Псалма 117, 25 и 26 стих. Ну или вот здесь на русский уже переведено: «О Господи, спаси нас! О Господи, пошли нам успех! Благословен тот, кто приходит во имя Господа. Благословляем вас из дома Господа». Вы знаете, на самом деле вот этот Псалом 117, это последний псалом из особенной группы хвалебных псалмов, которые воздают славу Богу. И они носят такое вот название Халель. Халяль? Халель? Везде параллели вы, да, отслеживаете. Что означает «слава Богу». Вот эти вот хвалебные псалмы, это были самые первые псалмы, которые каждый иудейский мальчик должен был заучить наизусть. И часто эти псалмы, они пели на собраниях в храме. И, конечно же, они являлись неотъемлемой частью вот пасхального ритуала. Этот псалом, он специально был создан для торжественных случаев, специальных, и народ это знал. Это был типично такой победный псалом. То есть им также встречали царей-победителей. Когда царь входил в город с победой, именно так его и встречали. Ему пели и говорили «Осанна», пели вот эти слова из 117-го псалома. К чему я это все говорю? К чему я вас утомляю? Я хочу, чтобы вы понимали, что его встречали как царя, как победителя, как триумфатора. Это было триумфальное шествие. Люди клали свою одежду перед ним, клали пальмовые ветви. Так встречали царей. Вы понимаете? Они, несомненно, видели в нем также победителя. Им казалось, что вот-вот сейчас затрубят трубы, и соберется войско, иудейский народ одержит победу. Трагизм ситуации заключается в том, что они ожидали от него того, чего он не намерен был делать, чего он не намерен был им дать. Видели в нем того, кем он не собирался быть. И мы также коснемся этого чуть позже. Смотрите, еще помимо всего прочего, микрофонов модных не было, акустики в то время не было. Сотни тысяч людей, представьте, встречают. Даже если бы Иисус обратился к толпе, сколько бы людей услышало, если бы он что-то говорил. Я думаю, в том числе здесь он намеренно, понимаете, он просто всем своим видом, всем своим действием показывает, кто он есть. Это лучшая речь, лучше всякой речи, которая могла бы быть. То есть всеми своими действиями, что он сам избрал способ въехать как царь-победитель в город, это помимо того, что он исполнял вот эти слова пророка Захарии, да, то, что 9 глава, 9 стих мы читали, но нет никакого сомнения в том, что Иисус объявлял себя Мессией. Он делал это намеренно и наглядно. Еще раз. Смотрите, осел это на Востоке, это не был презренное животное, как у нас, да.
Не буду вас утомлять, но просто в Ветхом Завете есть много мест Писаний, когда цари, либо сыновья царей, они ездили на ослах, приезжали. Эти события не описываются. До того, как в Израиле появились цари, там были судьи. Был такой судья Иаир, у него было 30 сыновей. Открывать не будем, Судьи, 10 глава, 4 стих. Они ездившие на 30 молодых ослах. То есть это верховный правитель на тот момент, его сыновья, они ездят на ослах. Другое мышление было на Востоке. Сын царя Саула, когда он приехал к Давиду, Мемфисовей, он тоже приехал к нему на осле. И прочее, и прочее, и прочее. То есть, еще раз, когда царь ехал на войну, он ехал на боевом коне. Но когда он приходил с миром, он всегда садился на осла. И действие Иисуса показывает, что он не воинствующий царь, о котором мечтали иудеи, который придет и освободит их мечом от рабства, или от гнета. Они не были в рабстве, но были под оккупацией Римской империи. Никто не видел этого, даже его ученики, которые, казалось бы, должны были знать его лучше всех остальных. Но я думаю, что, знаете, когда вот такой вот хайп, вся толпа, представляете, кто-нибудь был вот в таком вот событии, когда вот масса людей тебя просто куда-то несет, и тебя подхватывают, и у всех какая-то вот такая вот истерия, и там все воодушевлены. С одной стороны, это захватывает. Я вот помню, мы в Азии как-то были на Новый год. У меня такие яркие впечатления, знаете, вот в Куала-Лумпуре, это столица Малайзии, есть такая башня Петронас. Во многих фильмах они есть, 2 башни, и сверху там, я не знаю, на каких-то там сотых этажах есть между ними мостик. И вот там на Новый год, как правило, салют делают, и вся толпа людей, она просто стекается туда. У нас маленькие дети, прям реально маленькие. И вот мы решили пойти посмотреть салют. И мы идем туда, а когда подходим, я понимаю, что там, знаете, там сделано полицейское ограждение, какие-то строения, и то есть туда толпа заходит, а оттуда никто не выходит. И площадь, вот, которая там есть, она уже полная. Там просто сотни тысяч людей. И я начинаю понимать, я просто был когда-то на футбольных матчах, на хоккейных, что если сейчас начнется давка, и у меня 3 маленьких детей, от руки только 2, это реально, я испугался. Потому что уже просто начали теснить со всех, я не могу никуда, вот, тебя просто несет, ты не можешь выйти, ты не можешь сделать какое-то движение. И вот просто представьте, и все вокруг там кричат: слава, слава, осанна, благословен тот, кто грядет. И ты думал, мы? И люди, они были захвачены этим. Я что хочу сказать, вы знаете, до сих пор часто людям свойственно быть подверженным мнению толпы или других людей. Часто мы создаем какой-то образ, и мы что-то ожидаем, что Бог будет двигаться вот таким вот образом. Он будет делать что-то вот таким вот определенным образом. Мы себе что-то навыдумываем, у нас богатое воображение. И когда Бог действительно приходит, и Он что-то делает, но Он делает не так, как мы это себе вообразили, что происходит? Мы просто проходим мимо часто. Мы не замечаем того, как на самом деле двигается Бог. Понимаете? Ладно. И смотрите здесь еще раз. Та фраза, которую мы читали, когда иудейские начальники сказали: ничего не помогает, весь мир с ними. Пророческие слова. Уже тогда весь мир шел с ними. И вы знаете, на самом деле, там следующие места Писания, которые буквально уже сразу к нему пришли там греки, эллины написано, которые его искали. Уже тогда другие народы стали приходить и искать его. Иудейские вожди, сами того не ведая, предсказывали будущее. Еще раз, Иисуса искали власти, намеревались его убить. Казалось бы, должен быть предусмотрителен. Хочешь этого избежать, зайди потихоньку. Но он избрал
войти как царь. Он входит в Иерусалим как царь царей, Господь господствующих, въезжает верхом на осле, как и подобает царю, пришедшему с миром. И скоро ему будет дан венец, буквально через несколько дней. Но его коронуют терновым венцом, да, с колючками. Над его головой будет табличка с надписью: Иисус из Назарета, царь иудейский. Иисус был не таким царем, на которого надеялись, которого израильский народ он ожидал. Они хотели царя, который избавит их от римского владычества. Им был нужен реальный царь, Мессия, который использовал бы свои чудеса для восстания против Рима. Он бы накормил их армию, как когда-то он накормил 5000 человек, там 5 хлебов и 2 рыбки. Классное чудо. Всю армию можно накормить. Он бы исцелял раненых, которые были бы на поле битвы, как он исцелил прокаженных и больных. Даже мертвых бы воскрешал, как он воскресил Лазаря, если бы они погибли в бою. Трагизм ситуации заключается в том, что их не интересовал царь, который пришел, чтобы основать царство в их сердцах. Они хотели князя войны, не хотели князя мира. Они хотели пойти, разрулить эту ситуацию. Они не хотели находиться под властью Рима. Но смотрите, они также и не хотели находиться под властью Божьего Сына. Вот в современном мире сейчас у нас вся та же самая проблема на самом деле. Мы хотим иметь своего личного Спасителя, который не позволит нам попасть в ад. Мы верим в справедливость до тех пор, пока эта справедливость только нас не приводит в ад. Мы не против того, чтобы провозгласить Иисуса Господом нашей жизни. Не, я не против. Но только до тех пор, пока не осознаешь, что к этому еще какие-то обязательства прилагаются, что ему нужно подчиняться в своей повседневной жизни. То есть ты не можешь уже жить, как тебе хочется. Пьянствовать, грешить, жить для себя. Есть определенные обязательства. То, чего он от тебя ожидает. Мы хотим Спасителя, который заберет нас на небеса. Но мы не хотим жить ради Него в процессе, на пути туда. Иисус не был тем Спасителем, которого они ожидали, к которому стремились. И, возможно, у тебя неправильное представление об Иисусе. Иисус пришел, чтобы управлять твоим сердцем, чтобы взять под контроль твою жизнь, стать господином твоей жизни. Но они не хотели подчиняться этому. Как и многие люди сегодня. Но смотрите, Иисус пришел основать совершенно другое царство. Не земное. В этом была ошибка у этих людей. Он должен был править и царствовать в сердцах тех, кто доверял бы Ему как своему Спасителю. В тот день были разные люди, как мы говорили. Некоторые были из них учениками, кто провозглашал Его своим Спасителем. Некоторые молча наблюдали. Им просто было интересно. Некоторые были захвачены моментом и присоединились к толпе. И всего через несколько дней они будут кричать: «Распни его». А некоторые наблюдали, но не молча, как фарисеи. Давайте еще раз прочитаем Лука 19 глава, с 36 по 40 стих. Он ехал, и люди начали расстилать на дороге свои плащи. И когда он приблизился к месту, где дорога спускается с Оливковой горы, все множество учеников начало радостно и громко прославлять Бога за все чудеса, которые они видели. Благословен Царь, который приходит во имя Господа. Мир на небе и слава в вышних небес.
Некоторые из бывших в толпе фарисеев сказали Иисусу: «Учитель, запрети своим ученикам». Он ответил: «Говорю вам, если они умолкнут, то камни начнут кричать». Здесь как раз вот тот самый момент, фарисеи опять, они его принимают как царя. И они к нему обращаются и говорят: «Учитель, запрети им, если ты не собираешься быть царем». Он говорит: «Если они замолчат, то камни начнут кричать». Смотрите, дальше Иисус, Он переваливает, Он спускается с этой Масленичной горы. Мы не будем это читать, я вам просто расскажу. Кому интересно, можете позже посмотреть. Он видит перед собой Иерусалим, и Он начинает плакать. На самом деле не так много мест, я вот так, если 2 места, когда Иисус, Он плакал. Первый раз, когда вот Лазарь умер, и к Нему пришли, потому что это был Его друг. И второй раз, когда вот здесь Он увидел Иерусалим. Он заплакал. А весь город лежал перед Его глазами, и Иисус остановился вот у поворота дороги, и Он плакал, потому что знал, какая участь ожидает Иерусалим в будущем. Он знал, что его ожидает. Вы знаете, что иудеи уже в ту пору, уже при Христе были вот эти вот секты религиозные, политические, которые пытались добиться, свергнуть римскую власть. И на самом деле вот эти все политические интриги закончатся тем, что в 70-м году нашей эры иудеи, они поднимут восстание, и римляне войдут и просто сотрут весь город с лица земли. До такой степени храм будет разрушен. То есть это буквально через 37 лет после этих событий, то, что мы читаем вот этого торжественного входа Иисуса в Иерусалим. Город будет стерт с лица земли, храм будет разрушен, и он разрушен по сей день. По центру города будет пропахана там вообще борозда, то есть там камни на камни не оставили, его просто в прямом смысле стерли с лица земли. И здесь Иисус, Он плачет, потому что всего этого можно было бы избежать. Он пришел для того, чтобы не быть земным царем. Его так и не поняли тогда. Если бы они оставили свои несбыточные мечты о политическом господстве, о том, чтобы завоевать свою страну, и встали бы на путь Христа, другое было. Здесь его слезы, они о том, как он видел все страдания, которые выпадут на долю народа. Вы знаете, на самом деле, я верю, что у Иисуса слезы на глазах сегодня, когда Он видит тех, кто продолжает по сей день отвергать Его. У Него есть план по спасению твоей жизни. Сын Божий, Он знает, какой план Бога для тебя, для чего тебя Бог создал, что тебе предназначено. Но люди до сих пор не оставляют своих амбиций. Они думают, что я знаю лучше. Вы знаете, однажды Иисус скажет тем, кто отверг Его. Это Евангелие от Луки, 13 глава, 27-28 стих. Но Он ответит: «Я не знаю вас. Откуда вы? Отойдите от меня, все делающие зло. Там будет плач и скрежет зубов, когда вы увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Божьем Царстве, а сами вы будете изгнаны вон». И у Него также есть другие слова, которые Он приготовил для тех, кто поверил в Него, как в Спасителя. И эти слова записаны в Откровении, 21 глава, 4 стих. «Он оттрет с их глаз каждую слезу. Больше не будет ни смерти, ни скорби, ни вопля, ни боли, потому что прежнее ушло». Вот эти события, они произошли столетия назад. Но я хочу тебе сказать, что Иисус и сегодня хочет торжественно войти в твое сердце. Однажды, когда ты предстанешь перед Ним, а живым из этой жизни еще никто не уходил, Он либо скажет: «Отойди от меня, я никогда не знал тебя», или Он скажет:
молодец, добрый и верный раб, войди в радость господина своего. То есть этот день, он может стать либо триумфом, либо трагедией. И вот эти слезы, они могут быть либо слезами скорби, либо слезами радости. Если ты никогда не верил в Иисуса как своего Спасителя, сегодня хороший день.